Qaysı xalq təkesine tarixi, kulturası, öz dili, tin baylığı bula öhtümlene keli. Nasıbxa malqarla bu canıbla baydıla. Ala bügüldükte gerekli cümüşle etilim mesele, ala unutula barrıqtıla. Art zamanda Qaraçay malqar kulturanı aynırına sebepli yetken sovetini başlamçılığı bula, bir qavum egi işle etilinelli. Köp bolmay Qaşqatawny kultura mekamında Vladislav Kolomitsevni bilen Yevgeniya Kazabrodnu "Время и личность" degen at bula Abaylan Hanifany jaşawını üsünden filmlerini prezentatsiyası bolgan. O gün arı kelgelle jurnalistlerini işleri bile tanışıp kalmay, Sovetni başlamçılığı bile kuralgan Qaraçay malqar halk jigitlik nart epasni süjetlerin Jigitlerin körgüstken körmüçle tanışırga da oň tap halla. Kultura mekamny jarık payesinde suratla bizni halkny burunca şav turmuşun tarixin açıklagan işlelli. Bugün biz beri Qaşqatawga eki jumuşnu öttürürge kelgenbiz. Birinçiden algaraqta Qaraçay malqar halkny madaniyat soveti kuragan Nart dünyanı üstünden suratçılarımızı körmüçü bolgan edi. Esinde ise bugünlükte biz anı Çerek rayonunda bardırabız. Ol ustazların tilekleri bile bardırılgan işte nektegende Nalçık şaharga ala sabilerin alıp kele almay edile. Kıyınraq edi. Söz için endi 50'den sabilerini keltirikle bugün beri sonra alaybla Fahmu suratçılarımızı Nart epasını üstünden çıkarmalarıyla tanışır onlar bolluqtu. İkincisi Hanifa Usta degen filmni prezentatsiyası öterikti. Bu körgüsünü biz Abaylan Hanifany 170 yıllığına joralap alay kelgenbiz. 5 mayda anı tuğan günüdü. Hem anga atalıp ma bulay seyir prezentatsiyany ötürüge süyebiz. Avtarla da çakırılgandıla, adamla da kelliktili, bek saklaydıla. Eňerde em alga sözünü Sovetni tamatası Jabellany Lidiyaga bergelli. Сегодня здесь презентация фильма уроженки аула Шканты, просветительницы, которая известна не только в Азербайджане или в Балкарии, но и на всем Кавказе, Ханифе Асланбековне Абаевой. Я хочу представить тех гостей, которые сегодня приехали, присутствуют в этом зале. Это, прежде всего, конечно, создатели фильма Коломийцев Владислав и Казаброд Евгения. Я знаю, что огромная работа была проведена. О самой Ханифе мы попросили доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки КЧР и КБР Тамару Шамсудиновну Бетирову. Помимо этого, с радостью представляю и была очень этому рада. У нас сегодня здесь в зале Азамат Кайсынович Кулиев, художник и сын великого Кайсына Кулиева. Поприветствуем его. Вот. С ним вместе сейчас вот сопровождает его во всех его поездках Фатима Кулиева, руководитель фонда имени Кулиева, хозяйка Кулиевского музея. Мы очень-очень рады вас всех видеть. Мне вообще всегда везет на встречу с интересными людьми. Я училась в аспирантуре в Баку в конце 70-х годов. И у нас на кафедре была женщина, ее звали Агаларова Айшет Ханум, которая очень много рассказывала про Ханифу Абаеву, про которую я вообще ничего не знала. Она без конца про нее говорила, какая она была замечательная женщина, почему вы ее не знаете. А я не знала, мне было стыдно, но я ее не знала. Потом у нас был преподаватель по философии, у нас у аспирантов тогда были такие предметы, Фуат Касымзаде. Он тоже много рассказывал про Ханифу Ханум, про ее мужа. И опять-таки была в недоумении.
Когда начала работать уже по просветителям, я поняла, какая была личность Ханифа Абаева. Это была выдающаяся личность, представьте себе, середина XIX века, 1862 год. Асланбек Абаев отправляет свою дочку неизвестно, и это было известно. Он сам учился, он сам служил в конвое его императорского величества. Там менялись, ротация была княжеских детей. Они там после 15 лет проходили службу, лет 5-6, у каждого по-разному было. И вот, значит, он приехал из Питера и решил своих детей им дать светское образование. У него было 5 детей, 3 из них он дал образование. Это Кайтук, его второй сын, старший сын Султанбек Абаев, вы хорошо знаете, и Ханифа Абаева. Он хотел отправить обеих своих дочерей, Пашахан и Ханифу, но мама им захотела отправить все. Ну, наверное, все это есть в фильме. Я что хочу сказать? Что это выдающаяся личность, что Азербайджан, про нее там написано статьи, книги, и была даже поставлена оперетта с приемным сыном дочери Ханифы Ханум. Я немножко хочу рассказать о ее семье. У нее было 4 детей. 4 детей, 2 дочери, 2 сына. Значит, старший сын был расстрелян в период репрессий. Дочери Гариб Султан и Сара жили, Сара тоже была вынуждена эмигрировать со своим мужем Топчебашевым, который был председателем правительства до прихода большевиков. Он эмигрировал вместе с ней, но Топчебашев одновременно, до этого был, до того, как он стал председателем правительства, он работал, многие годы издавал газету «Каспий», где благодаря Топчебашеву издавался Мисос Табаев. Почти все его практически статьи опубликованы в газете «Каспий». Напечатал свои несколько статей и Басят Шаханов. И дальше продолжалось их знакомство балкарцев и сотрудничество уже в эмиграции. Оказавшись во Франции, там было создано правительство Азербайджана в изгнании, которое возглавлял Топчебашев Марданбек. И его правой рукой стал Таусултан Шахманов, юрист, который тоже бежал вместе с белой эмиграцией. Вот такие вот связи. Я хочу сказать, что благодаря тому, что Ханифа Абаева оказалась в Азербайджане, балкарский и азербайджанский народ в культурном плане, они стали тесно сотрудничать и в науке. Вот все те, которые получили в Азербайджане образование, это было благодаря детям дочери Гариб Султан, которая уже жила при советской власти, получили образование в Баку. Среди них Салих Эфендиев, который впервые написал в 1968 году первую небольшую статью, когда это было под запретом, нельзя было писать об этих, кто не то что мигрировал, а тех, кто был княжеского происхождения. Салих написал первую небольшую статью. За этой статьей появилась замечательная книга, посвященная Султанбеку Абаеву. Потом, конечно, было мало публикаций. Я специально не могла заниматься, книгу о ней писать. Я писала о тех, кто имеет отношение к художественной литературе, к публицистике. Я о ней писала несколько статей таких небольших, но книгу я не написала. И я очень надеюсь, что в этом зале сидит человек, который возьмется за это дело и обязательно напишет. И я считаю, что большой несправедливостью, что нет ни одной улицы, названной именем Ханифы Абаевой, нет музея, нет даже уголочка в музее, нет школы, которая носит имя Ханифы Абаевой. Когда хоронили Ханифу Абаеву в 29 году, в мае 29 года, она умерла, ее хоронил весь Баку. И председатель правительства Газанфер Нариманов сказал: мы сегодня хороним мать не 2 детей, не 3 детей, а 1000 детей, которых воспитала Ханифа Абаева. Вот это вот слова были самой точной оценкой ее деятельности, огромной просветительской деятельности. Она открыла школу в центре Баку. Она очень многое сделала для просвещения Азербайджана. Спасибо за внимание. Эңерде Тырнауыздан келген школчула Абайланы Ханифаны Гасанбек Меликовты түбешкеллерін инсценировка етіп көргісткелі. Ханифаға аталған тізгеллені да оқуғалла. Мен сені eşittim. Алай bu işte aşığı болмас. Allah не buyursa аңа жолығырбыз. В сағаттауа мен кетер заманым жетті. Сен де қуанч жолға атлан. Ұстазлық ішіне сайлағанса, мені от жағамы жылытып,
толы үйдегілі етермісі? Башта айтылғанча білімілі, аны себеплі сәби қызчықлаға да жашчықлағача білім берілге керектір. Есімнен да, көзімнен да кетмесе сен, татлы ұстазым. Бағалыса өз анамша, мені ұстазым, әмсүйген жаным. Har gün sayın ullu savğa, kızganmayın bersin Allah. Yaşnat ötün seni ömürün, joklamasın seni pala. Elçi çeltip süyeme aytırğa, sıyı beri ulu kıyınına. Abaylanı, Hanifanı adın, este tutadı anı halkı. Büyük bilimli düşürüller, az edile tavlada, barnada ülgü oldu, artta Aru Hanifa. Sabırlığı, Aru sıfatı, ızların koya yürekte, Hanifa'nı ölümsüz atı, yaşaydı eki de millette. Автомагистраль, соединяющая Россию с Грузией, проходит через главный Кавказский хребет и исторически носит название военно-грузинской дороги. Владислав Каламицев ve Евгения Казаброд işlerinde Abaylan Aslanbek'ni kızını kadarına tübegen kıyıllıklarını, kuvançlarını, anı oğurlu yolunu üstünden de suratlarını, dokumentlerini, kitaplarını, kinofilmlerini hayırlanıp aytxallar. Жарықландыру жолға тұрған Ханифа баш иесі Азербайджанлы Жаш Гасанбек Меликов'la бірге Азербайджанны тарихында, культурасында қойған оғырлы ызларын көргісткелі. Вот такой и предстала перед взором девочек-горянок древняя столица Грузии, ставшая для них вторым домом на целое десятилетие. Светское женское учебное заведение, открытое в 1846 году в Тифлисе, носило имя Святой Нины. В стенах этого грузинского варианта Петербургского Смольного института благородных девиц выпала честь учиться Ханифе Абаевой и Фузе Шакмановой. Княгиня Елизавета Воронцова, супруга наместника Кавказа Михаила Семеновича Воронцова, будучи попечительницей учебного заведения Святой Нины, в уставе заведения отметила, что оно было учреждено для воспитания необходимого образования недостаточных родителей, преимущественно из туземных дворян, и что воспитание девиц имеет целью образовать добрых жен и хороших матерей, проникнутых истинным пониманием своих обязанностей и любовью к ближнему. Владислав Каламицев малқарлы жарықландырушыларға атап, екі фильм еткенді. Аны бірінші іші Ханифаны қарындашы, белгілі скрипач Абайляны Солтанбекні үсінденет. Art жыллада бізді каналны орыс тілде іштеген журналистлері малқарлы жарықландырушыланы жашау, шығармачылық жолларына ес бұрғаулары иге қуым еттірет. Начальник Терской области, генерал-лейтенант Михаил Лорис Меликов, при котором просвещение и народное образование охватило всю территорию края, был прекрасно осведомлен о горянках Ханифе и Фузе, избравших профессию учителя. 19-cü ömrünün ikinci jarımında Qaracha Malqar xalqını Rossiyada bilim alıb qaytxan yaşlavla qızla, jarıqlandırу janıvla ulu iş bardırğallı. Bütün Şimal Kafkazda okuna hal bulayet. Regionunu jarıqlandırу literaturasında Arta Sovet Vostoqtaşxanda da Tişirovni qadarına qaygırı ulu boladı. Аңа да er kişigeçe oku bilim keregi,
o zamanдағы alçı adamlarımızın statiyalarında, жазуучуларны çıkarmalarında da belgilengendi. Малқарда атлары айтылған абайлары bu жанына артық ес бұрған елі. Aslanbek Jaşı Soltanbek'ni muzikaga okurga razılığın bergen. Anıvla kalmay, kesi аңа boluştuq etkeni, Taubini alğa qarağanın körgüstkendi. Bütün da kızın Hanifаны Tiflis'ke jibergeni wa, ol kezüde Taulada revolюцияға теңет. Начало XX века выдалось Баку очень тревожным, а точнее трагическим. Вспышка холеры в 1904 году унесла сотни человеческих жизней. Многие бакинцы, те, кто мог, покидали город. Большая беда минула семейство Меликовых. За эти несколько тяжелых месяцев холерной эпидемии здоровье Гасанбека ухудшилось. Давала о себе знать его многолетняя, громогласная, неистовая общественная и депутатская жизнь. Последние годы жизни Гасанбек страдал тяжелой формой склероза, а сильнейший инсульт и вовсе приковал его к постели. В свои 60 лет он выглядел как глубокий старик. 9 ноября 1907 года Гасанбека Зардаби хоронил весь город. Газета «Каспий» от 1 декабря 1907 года в статье, посвященной памяти Гасанбека Зардаби, писала: «Судьба соединила Гасанбека Зардаби и Ханифу Ханум для великих свершений. Его супруга, просвещенная женщина своего времени Ханифа Абаева, была во всем достойна спутника своей жизни и бок о бок стойко переносила с ним все невзгоды, многое сделав для просвещения азербайджанок». Ханифа, в далеком прошлом кавказская княжна, стала заслуженным советским учителем и в течение многих лет, вплоть до самой своей кончины в мае 1929 года, занималась активной педагогической и общественной деятельностью. В Баку, в аллее почетного захоронения, где покоятся выдающиеся граждане Азербайджана, нашли свой вечный приют Гасанбек Зардаби и скромная спутница его жизни, балкарская княжна из далекого горного аула в Черекском ущелье Ханифа Ханум Меликова Абаева. Qayсын Kulievni 100 жылдығын etiyille Baku'da 1917 жылда декабрда o zaman da Bagif 300 жыл болuydu, Qaysın'a 100 жыл болuydu. Ola ki adamı da bayramların bir etkendile de dünya bula bir adam sıyınıp bolmağalarla bir adam var etti. Sonra bizni Atabiyev Ali Bilemeni Roza Zargarli'ni programmasına çağırıp Qaysın'ı üstünden programma etkenille de bir saat bula jarım reklamalar bula ne bile de ol da Hanifa Hanım'ı oramda bara turgan saatımızda bizge aytkan o zaman etkenille. O zaman da men Kalamitsev aytkan ama bullay adamımız vardı. Senden iki ana şetallık duydu. Bilesi Sultanbek Müslüm'den etkense Allah'ı geçiver ettim. Baku'a bunu çakıra turgallay pandemiya bolup baralmay kalganda. Arı barsava kalay eterik bolur edi. Ma bu saatte kalay aryu bolgandı. Bek razılığımızı aytırga suyeme. Filmге қарағандан sonra Черек районының администрациясы Евгения Казаброд бла Владислав Каламицевні сауғалағанды. Біз Владислав Каламицев фильмде қалай түрлі ішлегенін, bu темаға не себептен ес бұрғанында сорғанбыз.
Вот эти 30 минут пролетели, конечно, незаметно, и, наверное, и для зрителей тоже, и для меня как автора. Я только сейчас подумал, вот выйдя из зала, что нужно делать новый фильм о Ханифе Абаевой. Появились такие нюансы, о которых я не знал, когда я увидел людей, сидящих в зале, выступающих на сцене. Я понял, что надо даже, возможно, кардинально пересмотреть многие моменты в этом фильме. Что-то добавить. Наверное, все-таки добавить. А что именно? Это общение с людьми, которые еще не знают ее, но которые бы хотели сказать, что они хотели бы увидеть на экране или в фильме. Ну, это очевидно будет сделано позже, потому что в ходе дискуссии сегодняшней, в ходе сегодняшнего разговора после премьеры были такие подсказки, о которых я даже не догадывался, и которые теперь, конечно, я учту для будущего фильма. А будущий фильм, я думаю, состоится все-таки. Идея проста. Это история Кабардино-Балкарии. И меня интересовало именно то время, это 19 век, когда сообщества начали объединяться, начали путешествовать, начали знакомиться друг с другом, взаимовлияние культур происходило. И Ханифа Абаева, одна из тех людей, одна из представительниц балкарского народа, конечно, с помощью отца, который помог ей выехать за пределы республики для продолжения учебы в Тифлисе, а потом профессиональной работы учительницы в Баку. Вот вся идея такая была. Интерес к личностям, которые составляют любую нацию. Вот Ханифа Абаева явилась таким представителем. И когда я начал копаться в документах, это была бездна информации, которой даже я не смог еще всю переработать, эту бездну информации. Просматривая этот фильм дома уже в семейной обстановке, люди по-другому реагируют на этот фильм. Здесь как-то зал, вот, большое пространство зала не дает возможности немножко сдерживаются эмоции в зале, конечно. А дома уже между своими родными уже делятся впечатлениями, видят ошибки или дополнения какие-то. Вот так. Тамара фильмне салғалла, құрағалла, Ханифаны сыфатын açıqlalма Бек ала жаландан сыфатын açıqlап қоймағалай, ол заманны халінде, жамауатта болған қарамланы да көп затын, көп тереңден айтқенде, сау болсын Вячеслав, болмағанша аламатыге фильмді, сау болсын деп жүрек разылығым айтырға сүйеме. Бек разыма, бүгін мұнда болғаныма, аламат, бек аламат, көп адамда хапарын да білмейлі, но тыңғылы хапар да айтып, бағалы қызыбызны бірінші оқу болған Блақтоқта махаллай, бірсілеге де ақыл, білім берген, халқыбызны атын ұлы көтірген Аллай адамларымыздан бірі де Ханифа. Он тұрға жарамайды. Мен ақылым бұла, таулағай, түрк миллет қарарға керекті мұнна. Бүгін бізді бұлайға жиған адамларға сау болсылы ұлы қиын салғандылам, мағынасы болған кино шығарғандылам. Аланы ішлері бізді Балқарлы қызды Ханифа Абаеваны үсіннен, аны жашауын үсіннен, аны қиын салғанын, сабилені, милдет адамларын үйретірге, орыс жатқанда грамматаға деген білімге үйретірге қиын салған аны үсінден едім. Біз мұны үсінден бүйінгедер білгенбіз, оқыған деткенбіз, біз де бұл дүния жашайбыз. Алай бұл орысты жаш бүгінлікте сау болсын, ұлы қиын салып, біз білген тұшынан дағы да бір қауым шартланып айтқанда, ол еттіңіларға құлақ салып жеткенде. Бай, тыңылы терен кино шыққанды бүгін бек сүйіп адамға қарағандылар. Енді мабы киноны eltip 50'de şkollara kövüştürüp alay teşhir de meni oyumum alaydı.